Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, пятничный вечер в прямом эфире программа «Спортклуб». И в студии Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Завтра, 12 августа, по всем городам России будет очень большой праздник, День физкультурника. Это праздник всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и, конечно же, любителей физической активности и спорта. И в связи с этим в нашем городе пройдут множество спортивных мероприятий, которые сегодня мы постараемся осветить в нашем эфире. Ну что ж, наши сегодняшние первые два блока будут посвящены именно этим мероприятиям, связанные с Днем физкультурника. И мы рады вам представить наших гостей первого блока. У нас сегодня в студии президент Федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга Александр Гренадеров. Также у нас сегодня в студии Алексей Арзамазов. Он является президентом Федерации армспорта. Ну и, собственно, участник фестиваля, пропагандист и мастер своего дела Евгений Иванов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, завтра буквально уже будет у нас третий летний фестиваль силовых видов спорта памяти Феликса Поморцева. Александр, какова готовность? На какой стадии сейчас находятся подготовки? И вообще, что нас ожидает? Ну, сегодня весь день этим занимались, загружали грузовики, оборудование, подготовка. Сейчас будет монтаж. То есть утром в 7 часов продолжим и в 11 утра откроем. То есть все будет готово. Стадия, как сказать, финальная, если правильно выражаться, то практически все готово. Осталось только собрать, поставить и начать. Ну, то есть после эфира поедете дальше готовить, да? Да, пойдем Ну дальше. вот как здорово. И прежде чем продолжить наш разговор про грядущий третий летний фестиваль, да, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как же прошел в прошлом году второй летний фестиваль силовых видов спорта. Внимание на экран. Если же раньше фестиваль силовых видов спорта проходил на территории городского пляжа, то в прошлом году традиционное состязание силачей состоялось в центре города, на Комсомольской площади. Данное решение значительно увеличило количество зрителей и болельщиков, для которых были проведены различные конкурсы, мастер-классы и соревнования, популяризирующие силовые виды спорта. Вместе с аудиторией расширилась и программа фестиваля. Так, в прошлом году сильные духом и телом атлеты оспаривали медали в народном жиме, становой тяге, армлифтингу, армрестлингу и максимальному подъему на бицепс. А в рамках вечерней программы состоялась демонстрация фитнес-бикини и пляжного бодибилдинга. Гвоздем же всего фестиваля стал силовой экстрим, вид спорта, в котором экстремально все. От веса снарядов до сложности испытаний и, конечно же, возможностей самих атлетов. Состязания по силовому экстриму включали в себя жим гантели над головой, фермерскую прогулку и тягу автомобиля весом 3 тонны. В самой тяжелой весовой категории по итогам бескомпромиссной борьбы победу праздновал намский богатырь Евгений Иванов, опередивший другого известного силача Михаила Шорохова. В этом году фестиваль обещает пройти еще масштабнее и зрелищнее. Убедиться в этом можно будет уже завтра. Состязание стартует в 9 утра на площади Орджоникидзе. Ну что ж, вот именно так прошел прошлым летом второй летний фестиваль силовых видов спорта. И вот как раз мы видели в сюжете, вот сколько же там дисциплин, вот видов, да. Александр, такой вопрос, что нас ждет завтра и вот по программе вообще? Утром начинаем, вечером заканчиваем, и как все будет проходить? Да, совершенно верно. В 11 часов утра открытие. Начинаем со становой тяги и армрестлинга. Потом продолжаем русским жимом и армлифтингом. И заканчиваем все самым зрелищным видом, это силовым экстримом. Во сколько закончим, заранее сказать не берусь, потому что это, скорее всего, будет вечер. Народу ожидается много. По количеству дисциплин у нас где-то что-то добавилось, изменилось. Автобус появился, у девушек новые номинации появились. Будет интересно. Ну вот по поводу новшеств, нововведений, немножечко можно побольше? Я знаю, что нововведение есть именно по армдисциплине, да? Да. В прошлом году у нас был армрестлинг и армлифтинг, была дисциплина Rolling Thunder, то есть это 60-миллиметровая ручка вращающаяся, одной рукой поднимается. В этом году мы его заменили, сделали ось Аполлона. То есть это то же самое, что становая тяга, только вес снаряда 30 килограмм, самой штанги диаметр 50 миллиметров. Сделали специально, чтобы привлечь больше сюда тяговиков, масс-рестлеров. Именно вот с такой точки зрения решили.
Но мы знаем, что в прошлом году вот, атлеты, да, которые принимали участие именно в соревновании по силовому экстриму, они заключительным испытанием для них являлась вот именно тяга Хаммера, да, автомашины. В этом году мы знаем, что Хаммер был заменен на автобус, целый большой автобус. И, конечно же, вопрос к Евгению. Евгений, вот, насколько готовы к такому вот трудному испытанию? Как оцениваете? Ну, вообще, должен признать, что автобус, ну, не так, тянуть будем в упряжке, как бы, это более естественное движение, и поэтому в нем можно показать огромные результаты. То есть, ну, автобус стоит, ну, весит там тонн 5-6, а в среднем 15 тонн таскает. Поэтому я еще буду предлагать, когда тяжи будем выступать, мы туда человек 20 загрузим, чтобы было еще веселее. То есть для вас это, по сути, такая, знаете... Да, пустой автобус это будет легко. Слишком легко, да? Слишком легко. Ну, Упасть можно. Вы уже неоднократно принимаете участие в этом соревновании, в подобных. Но что для вас, для опытного спортсмена, вот такой вот летний фестиваль? Ну, во-первых, я считаю, что любой вид развивается, когда есть конкуренция. То есть я, конечно, мог бы отойти, типа, сами соревнуйтесь, но именно, ну, я считаю, что мое присутствие будет, может, даже кого-то подстегивать, еще лучше подготовиться, еще сильнее выступить. Я думаю, ну, это тоже будет мотивация. Ну и плюс для меня это сейчас будет как подготовительный тоже этап. Я готовлюсь к Дальнему Востоку. Соревнования «Самый сильный человек Дальнего Востока». В сентябре будут. Отлично. Александр, а у меня возникает вопрос вот по поводу участников. Ну, помимо Евгения Иванова, какова вот масштабность, откуда приезжают к нам спортсмены и какая делегация, наверное, самая большая? Наверное, ну, с Якутска, да? Ну, откуда еще спортсмены приезжают? Ну, традиционно, конечно, самая большая сборная Якутска всегда, так как проводим мы в Якутии, в столице тем более. Вторая, думаю, по численности будет команда Нерюнгри, потому что они везут, ну, довольно плотный состав. Но также будет команда из Алдана, и из Биробиджана к нам приедут спортсмены. Поэтому не только с Якутии будут ребята. Вот. Но, к сожалению, вот, как Алексей сказал, с Хабаровска не доедут ребята, сломались по дороге. Вот, так бы и с Хабаровска. Вот. Народу ожидается больше, гораздо. Ну вот, кстати говоря, о количестве участников, да, нам стало известно, что в этом фестивале за медали будут бороться еще и женщины. И вот я помню в прошлом году, когда вот шла последняя дисциплина в силовом экстриме, вот возлюбленная Евгения Марина Федоренко попросилась вот просто попробовать, да, и она вышла, и вот, и реально за хорошее время она потянула этот Хаммер. Можно ли говорить, что именно это стало причиной вот введения вот, женского дивизиона? То есть другие женщины увидели, сказали, мы тоже хотим, да? Ну и просто мы видим, что, ну, результат достойно был показан, и это, ну, реально интересно, на это можно посмотреть. А какова конкуренция между девушками? Большое количество участников? Сейчас гораздо больше, чем зимой. В феврале мы провели, там, по-моему, 4 было участников, сейчас будет больше. Сейчас масс-рестлеры подтягиваются, ну, грубо говоря. Еще пару спортсменов из других видов, кроссфитеры, да, ну, традиционно пауэрлифтеры. Вот. Ожидается намного большее количество участников именно женского пола. Вот. Будет интересно на это посмотреть. И все они будут участвовать, состязаться в одной весовой категории? Да. Да, абсолютно, у женщин абсолютно весовая категория. А что касается мужчин? У них будет 3 весовых. 3 весовых категории. До 80, до 100 и свыше. Ну и у меня возникает вопрос вот по поводу участников, раз уж мы говорим. Но, скорее всего, есть такие фавориты, да, в любом случае, как Евгений, да, к примеру. Будут ли какие-то у нас, возможно, такие серые кардиналы, которые вот едут откуда-то? Или все-таки вы считаете, что эта ниша уже, ну, распределена по таким явным лидерам? Ну, ожидается, вот из Нерюнгри, например, ожидается, ну, реально сильный спортсмен, он и большой, и имеет определенный опыт выступления, и у себя в Нерюнгри является, вот, ну, неоспоримым лидером, в том числе и силового экстрима. Ну, я вот ожидаю такую бескомпромиссную борьбу. Да, в прошлом году, если я не ошибаюсь, Евгений, вы в своей весовой категории вас было только 2. Да, к сожалению, но, да. тем не менее, там сложилась такая довольно напряженная борьба, по итогам которой вот Евгений стал победителем второго фестиваля. Александр, такой вопрос. Завтра у нас уже все будет, и по количеству зрителей, вот раньше всегда соревнования проводились на территории городского пляжа, потом вот в прошлом году сместились на Комсомольскую площадь, а сейчас на площадь Орджоникидзе. И можно ли говорить о том, что вот, ну, ждем ли мы больше зрителей, как вы думаете, вот, как все пройдет и что для пришедших вот зрителей, болельщиков предложите?
Ну, безусловно, ожидается гораздо большее количество участников только благодаря, наверное, одному месту, несмотря на то, что организаторы постарались, добавили дисциплины, красочные всякие конкурсы будут и так далее, певцы. Вот. Но само место говорит само за себя. Центр города все-таки есть центр города. И площадь Орджоникидзе, думаю, она сама за себя сработает, и народу будет гораздо больше. Это будет интереснее. Но мы постараемся со своей стороны сделать хорошее шоу для публики, порадовать народ. То есть будет и культурная программа, Да, и культурная, танцы, и силовая, пляски, и да, силовая. ну, То есть танцы, есть и на что пляски. посмотреть, да? Не знаю, но программа есть, она уже готова. Ну вот мы знаем, Александр, вы издавна, получается, вы сотрудничаете с Алексеем и совместно проводите различные соревнования. А вот что касается именно по фестивалю, планируется ли в дальнейшем задействовать какие-то, может, другие федерации? Такие планы у нас есть. Мы общаемся там, с федерацией гиревого спорта. Мы хотим со многими объединяться. Мы всегда открыты для других федераций спортивных. Чем больше людей, тем интереснее проводить вот тот же фестиваль. Чем больше номинаций. Есть такие города, где там по 10 видов спорта и больше. Там у них все. Даже восьмиугольник там есть в фестивале. Очень много дисциплин. Это настолько, там целое глобальное мероприятие. Они проходят даже не в один день, там по 3 дня идут. Это очень интересно. В Краснодаре есть примеры. Вот Алексей ездил. Алексей расскажет нам про опыт, да, наверное, где он побывал на аналогичных Да, мероприятиях. вот я езжу 2 года подряд на Танкоград, это в Челябинске, это всероссийский мультитурнир силовых видов спорта. Там очень много, очень масштабное такое мероприятие. Одно из самых таких масштабных на всем, скажем так, Урале, вот начиная от Урала. И есть аналогичный, проходит уже 12 лет, по-моему, «Золотой тигр», это в Новосибирске. Вот там, вот как Саша говорит, действительно, там все включено. И самбо, и дзюдо, и детские рисунки, вплоть, то есть вот там экспо, у них есть такая, как бы, студия, да, большая, и вот там все это так, То есть до это то, к 2000 чему человек. мы стремимся, да? Да. Это то, о чем мечтают наши, да, богатыри. Да, размах. Организаторы. А еще один вопрос. Этот фестиваль у нас в памяти Феликса Поморцева. Кем он являлся и какое отношение он имеет именно к этому фестивалю? Ну да, Феликс был нашим другом. К сожалению, он погиб по исполнении своих обязанностей служебных. Вот. Мы познакомились, конкретно я познакомился с ним в Спарте. С тех пор мы, еще в далекие 2000-е, 90-е. И с тех пор очень хорошо и близко дружили, были друзьями. Вот. Ну, Алексей вот уже знал, Евгений, его весь город знает. Решили почтить память нашего общего друга. Просто герой, настоящий герой. Нам было бы очень приятно его вспомнить, и чтобы народ его тоже вспомнил. Ну что ж, дорогие друзья, завтра все сильнейшие спортсмены нашей республики придут на площадь Орджоникидзе, чтобы почтить память героя и, конечно же, побороться за медали уже ставшего традиционным третьего летнего фестиваля по силовым видам спорта. Поэтому не сидите завтра дома у телевизоров, посетите площадь Орджоникидзе, там будет очень интересная, а главное, очень зрелищная программа. А мы увидимся сразу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители, любители спорта. Продолжается и прямой эфир передачи «Спортклуб», в студии Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну что ж, как мы уже напомню вам еще раз, у нас в эти выходные отмечается День физкультурника, и в нашей столице проходят множество спортивных мероприятий. Следующее из них, что мы обсудим прямо сейчас, это будет всероссийские массовые соревнования по стритболу, которые называются «Оранжевый мяч 2017 год». Ну что ж, вот это мероприятие мы обсудим прямо сейчас, и у нас в студии сегодня гости. Прямо посередине сидит у нас Армен Оганесян, он является главным судьей турнира «Оранжевый мяч». И участники, собственно, завтрашнего соревнования: Николай Тимофеев, Игорь Хоютанов, игроки команды «Легион». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос к Армену будет. Общее положение, требования к участникам и вообще, что же такое стритбол для тех, кто не знает? Стритбол, скажем, это как сокращенный баскетбол. Игра на одно кольцо, там в команде получается 4 человека, 3 на поле и один человек на замене. У нас оранжевый мяч уже проводим с 2008 года. Есть такие категории возрастные, как до 16 лет, 17-18, 19 и старше. 3 возрастные категории. Можно сказать, что из года в год все больше и больше команд принимает участие, молодежь подтягивается. И количество участников всегда возрастает. Ну а самое большое количество участников в какой группе? Самое большое, это 19 и старше. Там мужчины, получается.
Ну, и Там вот да, порядка заговорили 20. мы о количестве участников, да? Идет ли сейчас прием заявок Или прямо уже в данный момент, или уже? Ну, как бы нет. Завтра у нас вот в 10 начинается как раз-таки мандатная комиссия, и там вот все подходят сразу с заявками. Ну, это вот буквально у нас час на это все. Ну, то есть возможность у телезрителей, допустим, поучаствовать завтра в этом мероприятии еще есть. Да, конечно, все завтра. Все Отлично. успеют. Хорошо. Ну и у нас вопрос, собственно, к участникам. Вот мы знаем то, что Игорь и Николай являются победителями оранжевого мяча сезона 14-15. С какими амбициями, целями завтра вступаете вот на эти соревнования? Ну, как всегда, с боевым настроем, настроены только на победу. Ну, и будем бороться до конца. Но вы считаете, что вы будете чемпионами, или вы никогда с такими мыслями не... Нет, вот в этом году именно в этом году мы больше всего хотим выиграть, так как в прошлом году мы проиграли, заняли Серебро у вас. 2-е место в финале, Да. да. То есть И есть к чему проиграли. стремиться, да? Да, есть к чему стремиться. Ребята из Неринги в прошлом году приехали и обыграли нас, получается. И вот если они завтра приедут, то будет очень конкурентная игра. Поквитаемся, да? Ну, надеемся, что да. Итак, Николай, Игорь, ну и Армен, я знаю то, что вы помимо стритбола участвуете в регулярных соревнованиях по баскетболу. Ну и как мастера своего дела, как специалисты, объясните, а в чем же заключается вот разница стритбола от классического баскетбола для наших телезрителей? Как бы вот если взять баскетбол, там идет игра 5 на 5, там как бы больше командная игра, там комбинации, там, ну, в основном на комбинациях, как бы, и там вся игра зависит от каждого игрока. А тут как бы в стритболе там больше идет, ну, редко команда играет в комбинации, там, ну, как бы короткие, там, двоечки, там, или еще что-нибудь там. Но в основном игра один в один играет, ну, идет. Ну то есть Ну, в дриблинг основном- и да, как бы физические дриблинг, возможности. Да, как бы на личные качества игрока каждого. Ну, а у непосредственных участников вам ближе что играть, стритбол или все-таки баскетбол вам? Ну, Как-то? у нас как по душе. бы зимой играет баскетбол в залах, сезон заканчивается, и все выходят на улицы и играют там стритбол. Ну, а лично для вас? Ну, Что ближе? иногда вот играем в баскетбол, то есть всю зиму играем в баскетбол, иногда поднадоедает и переходим в стритбол как бы. Прямо в зале. Да, а потом после стритбола опять хочется как бы в баскетбол больше поиграть. А у Игоря? Ну, мне нравится больше стритбол, потому что он более динамичный. Можешь показать себя при игре с защитником. Ну и больше навыков своих используешь, чем в баскетболе. В баскетболе игра в основном тактичная, играешь по наигранным схемам. Вот поэтому мне нравится стритбол. Ну, я думаю, Дарья, то, что еще не каждый игрок из команды классического баскетбола может идти играть в стритбол, потому что мы тут говорим о том, что обыгрыш один в один и так далее. Тогда можем ли мы говорить о том, что в стритболе вот завтра сойдутся сильнейшие представители вот своих команд из регулярного первенства? Ну, в принципе, да, у нас как бы уже, вот если взять летний период, вот это у нас оранжевый мяч, получается, по счету уже 3-й турнир. У нас 1 июля прошел чемпионат республики, вот, комитет спорта Якутска проводил. Вот 5 августа прошел Кубок Губинского округа. Там, в принципе, что на том турнире, что на этом, как бы, в основном, ну, скажем, в первой четверке там как бы были вот Легион всегда, ну, скажем, в четверке, в пятерке команда Атлант. Есть у нас команда, ну, ребята из Куджи, вот они Activity сейчас называются, ну, как бы, ну, такие лидеры есть, которые есть все равно, всегда как бы- да, составляют конкуренцию друг с другом, и в полуфинале, как правило, всегда встречаются. Ну, а вообще, какова динамика развития такого вида спорта у нас в республике, ну и конкретно в нашем городе? Ведь он проводится не впервые, и, наверное, пропагандируете как-то этот вид спорта. И вот что было, допустим, еще год-два назад, и какова сейчас этот вид спорта, насколько развит? Ну, сейчас, вот с этого года как раз-таки стритбол включили уже в олимпийскую программу. Вот в 2020 году уже будет как в олимпийский вид спорта. И сейчас как бы по всей России уже, ну, начинает хороший толчок, ну, делать именно на стритбол. Ну и мы как бы здесь не сидим сложа руки. Как бы у нас в планах есть, вот раньше как раз-таки в 2008 году, меня не было, но скорее всего соревнования проводили на Комсомольской площади. Там была площадка. Но потом убрали. И вот сейчас как бы у нас есть планы, там проекты, как бы мы хотим, мы продвигаем через городскую мэрию, через правительство, хотим туда площадку построить баскетбольную, так как одной площадки как бы на весь Якутск
не хватает. Прям Вот здесь у меня тоже возник катастрофически. вопрос. Где вы занимаетесь? Где занимаются баскетболисты, стритболисты? И где будут проходить эти соревнования? Проанонсируйте для наших телезрителей. Ну, все лето у нас, как залы закрываются, как у нас чемпионат заканчивается в середине мая, скажем. Все переходим дружно по улице Губина, там 8/3, за вот этим домом там есть как бы гаражи, и на гаражах как бы площадка. Вот единственная хорошая по всему городу Якутску. Вся молодежь, и мужики, и девушки, все там занимаются. Каждый день вечером. Ну и выходные, соответственно. И соревнования тоже настолько там проходят. У нас как бы соревнования бывает начинается в 10, там в 11 и заканчиваем в 8-9 вечера, так как одна площадка всего лишь. Ну и говоря тяжело вот с этим. о завтрашних соревнованиях, да, вот думаю, нашим телезрителям, да и участникам, которые, может быть, еще не в курсе, интересно будет узнать, по какой системе вообще будет проходить выявление вот победителей. Ну, у нас, если взять вот предыдущие турниры вот в этом году, которые летом прошли, ну, как правило, команд, вот если взять мужчины, там было порядка 20 команд. Ну, как бы их делили на 4 группы, с каждой группы по 2 команды выходили сразу в 1/4 финала. Там проигравший вылетает, а кто выиграет, уже попадает в полуфинал, далее финал, игра за 3 и за 1 место. Только по такой схеме. А играют ли девушки в стритбол? Да, конечно, как же без них. То есть и женские команды есть? Да, вот эти возрастные категории, которые я сказал, как бы также девушки играют. У них как бы команд чуть поменьше, но есть. И конкуренция тоже Конечно. существует. А что касаемо приезжих, значит, спортсменов, откуда к нам едут? Ну, в том году, если взять, вот впервые приехали Нерюнгри, вот они первый раз приехали и выиграли. Хангаласский улус приезжает, там Покровск, Максоголох, Амгинский улус, Намцы, вот которые близлежащие к Якутску, как бы они стараются всегда приезжать. Они на чемпионате города Якутска тоже, вот Лига города, в которой у нас баскетбол проводится, они также участвуют в этой лиге. Игорь, Николай, вот вы, получается, действующие игроки, да, завтра будете штурмовать вот пьедестал оранжевого мяча. Вот скажите, вообще, много ли у вас вот мероприятий, да, соревнований именно в календарном году? Вот? На каких соревнованиях принимаете участие? Ну, самое основное у нас чемпионат, это получается чемпионат города, который всегда проводится, начиная с октября и заканчивается он где-то, в мае, да, вот, когда как раз стритбольный сезон начинается. Также сейчас подключилась компания Сергея Петрова, тоже игрок наш. Ну, не наш, а наш. В Лиге города. Да, в Лиге города играет тоже. У него компания «Планета Электро». Он проводил в прошлом году в первый раз соревнования по баскетболу тоже. В этом манеже Стерх, который находится рядом с аэропортом. Вот. Соревнований стало больше благодаря Федерации баскетбола. Они развиваются, не стоят на месте. Ждем также дальнейших побольше соревнований. Потому что, в принципе, если можно, я добавлю к этой теме. Это вот как бы в основном касается как бы баскетбола, который, скажем, осенний, зимний период, как бы, который на улице не сыграешь. Вот, так как я сказал, что у нас в планах есть возобновить площадку вот на Комсомольской площади, если, дай бог, все у нас получится, сделаем, там как бы в планах есть летнюю лигу баскетбола проводить. Сейчас по всей России, как бы в других городах, все проводят летнюю лигу баскетбола. А у нас как бы этого нет, только стритбол. Там 2, максимум 3 турнира проведем, как бы, и все, 3 месяца, как бы 3 турнира. А тут как бы можно целую лигу провести летом. А лига это тоже как бы на регулярной основе будет проходить до протяжения всего лета, да? Да. На улице как бы все равно, там все равно как бы по-другому это все будет, не как в зале. Но как бы, я думаю, что команд достаточно много соберется. То есть основными проблемами, которые сталкивается Федерация баскетбола, это нехватка, да, помещений, а кадры у нас есть, да, и ребята играющие, и хорошо играющие у нас есть. А что касаемо вот планов грядущих на выездные какие-то соревнования, планируются ли какие-то у нас, чемпионат там Дальнего Востока или, возможно, всероссийские соревнования? У нас, в принципе, чемпионат, если взять вот стритбол, как бы, возможно, если с финансированием, как обычно, это всегда все виды спорта сталкиваются с этим. Если получится, конечно, да, возможно, команда выедет. Вот если взять вот по стритболу, я как бы сейчас знаю, вот с 21 по 25 сентября будет всероссийская, не спартакиада, а всероссийские соревнования среди трудовых коллективов по стритболу. Я так понял, из-за того, что
в олимпийский вид вошел этот стритбол, они решили провести. Вот туда трудовые коллективы собираются. Туда отправляет Нефтегазстрой профсоюз команду, которая действующие чемпионы республики, должны отправить. А баскетбол у нас только Лига Дальнего Востока. Конечно, если будет финансирование. В принципе, здесь чемпионы города могут поехать туда. Хорошо. Ну и давайте проанонсируем нашим телезрителям, напомним, нас завтра ждет очередной розыгрыш, очередные соревнования всероссийские, массовый оранжевый мяч 2017. Во сколько начинаем и во сколько вот уже стадия плей-офф начнется? Может, кто-то подойдет именно вот посмотреть финальный матч? Начало точно в 10 часов. У нас с 10 до 11 часов будет мандатная комиссия работать. Принимаем заявки, далее жеребьевка. В 11 начнем и в 12 часов у нас будет открытие. А вот насчет полуфинала, финалов трудно пойдет, сказать, да? так как это все будет зависеть от количества участников команд. Это вот предыдущий турнир, который в июле был, у нас 20 команд мужских было, там и то только были мужчины и женщины. А сейчас у нас 16, 17 лет, 18, возможно, даже до 8, до 9 вечера играть будем. Ну что ж, спасибо большое, мы желаем вам удачи и надеемся, что мы обсудим результаты чуть позже в этой же студии. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, мы уходим на короткую рекламную паузу. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». В студии Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну что ж, дорогие друзья, вы, наверное, уже поняли, что третий заключительный блок нашего сегодняшнего эфира будет посвящен грядущим 6-м по счету оконным скачкам на призы Кубок Ляги 2017. И мы рады представить вам наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии организаторы этого замечательного спортивного праздника. У нас сегодня в студии Руслан Еремеевич Федотов, основатель и организатор Кубка Ляги. Далее у нас Александр Афанасьевич Капитонов. Он является главным судьей, а также исполнительным директором Федерации конного спорта Республики. Ну и официальный партнер и спонсор Кубка Ляги у нас Артем Анатольевич Нестеров. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, и сразу приступая к беседе о грядущем спортивном событии, которое ждут очень большое количество якутских любителей спорта. Сколько вообще у нас, по масштабу, сколько будет участников, сколько будет забегов, вообще какова программа? Сейчас где-то 2 часа назад приехали участники Читинской области, это Забайкальский край, команда 3 лошади, там 5 человек. Они приехали, мы встретили, лошади в очень хорошем состоянии, физическом состоянии. И они сейчас последовали в Омгу. До участников 34 лошади участвуют. Это самые лучшие скакуны нашей республики. Это показывает, что в нашей республике это очень большое внимание уделяется конному спорту. И наш народ тоже сильно поддерживает это наше мероприятие. Это по России это очень большой показатель. Даже кавказцы такое количество лошадей на конных скачках такое не выставляют. У нас 34, это очень большое количество лошадей. И это замечательный показатель, да? Да. И тогда вопрос к Александру Афанасьевичу. Вы являетесь главным судьей, а также исполнительным директором Федерации конного спорта, да? Мы не раз уже поднимали
поднимали тему вообще конного спорта. Помимо того, что его очень любят, да, жители нашей республики, вот это мероприятие, насколько вот значимость этого мероприятия вообще для Федерации конного спорта? Ну, любые скачки, скажем так, проводимые не только в городе Якутске, но и в Улусах, допустим, да, они имеют свою значимость по отдельным призам, допустим. В последнее время должен заметить, что спорт, ну, конные скачки у нас заметно классность лошадей, квалификация тренеров, жокеев намного выросла. Что касается вот скачек ляги. Скачки ляги у нас проводятся 2012 года. И я как главный судья уже 6-й год сотрудничаю с Федерацией английского улуса, в частности с Русланом Еремеевичем. Но эти скачки у нас самые значимые, вот, где проводятся улусные. Призовой фонд, я скажу, что по призовому фонду он на сегодняшний день является самым большим. Допустим, на призы Илдархан, вот, которые мы проводим летом, такая же сумма разыгрывается, так как вот на Кубок Ляги. И вот мы же заметили, сказали, как Руслан Ильич заметил, участвуют лошади вот регионов, допустим, да. В 2014 году они тоже участвовали, принимали участие. И вот в этом году, в 2017 году, они тоже принимают участие. В этом большая заслуга, я считаю, тренера высшей категории Амгинского улуса Анатолия Байшева. Вот он постоянно ведет переговоры с ними и сам ездит туда скакать. И вот результат, на сегодня мы имеем вот скачки регионального уровня, да, статуса, вот так, допустим. Вот так вот. Да, это, безусловно, очень большое спортивное событие, которое вот ждут очень большое количество людей. Я предлагаю вам сейчас и нашим дорогим телезрителям вспомнить, как же прошли данные скачки в прошлом году. Внимание на экран. Прошлогодние скачки на приз Кубок Ляги подарили любителям конного спорта, заполнившим трибуны Амгинского ипподрома МОНа, немало зрелищных и напряженных забегов с впечатляющими результатами. Программа соревнований была открыта командными скачками с призовым фондом 1 миллион рублей. По итогам 7 зачетных дистанций команда Хангаласского района под руководством Ивана Ушницкого проявила себя лучше остальных и завоевала звание победителя. На втором месте соревнования завершили скакуны из Амгинского района. Тройку призеров замкнула команда Сунтарского района. В борьбу за Кубок Ляги, призовой фонд которого составил 2 миллиона рублей, вступили 10 сильнейших скакунов республики. Главный забег получился на редкость захватывающим. На финишной прямой Heavenly Steed, успешно атаковав лидирующего Russian Joy, вырвался вперед и во второй раз стал обладателем Кубка Ляги. Соответственно, второе место занял Russian Joy, третье Roxy Alex, четвертое Фрутелли. Розыгрыш 6-го по счету Кубка Ляги состоится совсем скоро. Любителям конных скачек остается набраться терпения и гадать, кто же станет триумфатором грядущих скачек. Ну вот так прошли данные соревнования в прошлом году. Ну а мы сегодня обсуждаем грядущие соревнования. И вопрос к Артему Анатольевичу. Вы являетесь официальным партнером и спонсором. Какова работа по вашему направлению деятельности? Чем вы занимаетесь и насколько плодотворна вот ваша работа? Ну, это сильно сказано. Все равно вот основную роль играет вот наш старший брат Руслан Еремеевич. В этом году на дистанции 3200 метров мы поставили вот на призовой фонд 1 миллион рублей на призы нашего деда. Наш дед сам является уроженцем села Ляги. И постоянно вот с нашего детства он рассказывал про Лягинцы, про там какая хорошая вот природа. Поэтому у нас тоже сейчас вот в Лягинцах, да, такая вот нас притягивает. Поэтому вот в этом году решили поставить вот такой приз. Ну, то есть это достаточно такая значимая сумма для многих, наверное, да? И вообще, а вот по поводу культурной программы. Спортивный спорт, он остается спортом, а вот жителям Амги, на что можно прийти посмотреть, помимо спортивных состязаний? Во-первых, как бы мы сейчас начали дороги до Амги делать, и
Соответственно, там как бы внутри ипподрома, там как бы размещение, все, там сейчас идет интенсивная работа по подготовке, и дорожку делаем, и там культурные мероприятия, ну там, как обычно, там звезды эстрады будут, как бы там очень много гостей с России, с Белоруссии будет, потому что 17-го у нас День поля, республиканское мероприятие, это Министерство сельского хозяйства производит при правительстве нашей республики, поэтому очень много гостей будет из-за рубежа, и из России, и с представителей заводов, и наше правительство будет, и поэтому там будет участвовать не только вот якутяне, и очень много гостей со всей России будет. И поэтому там мы будем показывать свою культуру, как мы национальные праздники проводим, наши скачки, это наш, как бы, начинается с обряда и кончается вот огохаем, нашим праздником. И вот скачки, вот еще хочу сказать, 3200 дистанция, это национальное достояние, это впервые в Якутске проводится, в Якутии проводится, потому что рожденные это в Якутии, это якутские, которые родились лошади, выросли и начали свою спортивную карьеру. Вот это вот мы ввели в нашей республике впервые. Поэтому вот эти братья Нестеровы в честь своего деда, они как бы на эту дистанцию выставили. Это будет с каждым годом на Кубок Ляги, это будет традиционная дистанция тоже на 3200 метров. Ну, то есть исторически важная для нас дистанция, которая, да, основалась у нас. И вопрос к Александру Афанасьевичу. Вот мы говорим о том, что приедут участники из других регионов, да, а вот что касается наших скакунов вообще, каков состав, есть ли все лидеры и, может быть, новички? Ну, сейчас конкретно сказать вот насчет фаворита трудно, потому что это спорт, бывают нюансы, вот, допустим, да, фаворит, он не всегда выигрывает скачки. Но мы рады вот гостям, вот подъехали 3 лошади, и они примут участие вот в открытых призах. Что касаемо вот приза национального достояния, вот мы очень благодарны нашим спонсорам. Вот. Приз национального достояния, мы пытались этот приз разыграть еще ранее, но у нас, к сожалению, мы не находили спонсоров. Это очень, насчет спонсорства это очень трудно. Это отдельный разговор. Как и в любом виде Да, спорта. да, все руководство, чиновники отдельные, да, они вот говорят красивые слова, вот конный спорт мы поддерживаем, поддерживаем. А как только дело касается вот непосредственного выделения вот спонсорства, они как бы... И, соответственно, мы благодарны. Национальное достояние миллионы, это впервые. Это мечта многих тренеров, этих наших жокеев, поэтому мы в этом году сбылось. Да, Руслан Еремеевич, к сожалению, заканчивается у нас время эфира. Давайте проанонсируем для наших телезрителей. Кубок Ляги, 6-й по счету, пройдет 18 августа в Амге. Все едем туда и смотрим, наслаждаемся. Ну а мы увидимся на следующей неделе. Всего доброго.